Не сообщайте никому какие-либо СМС-коды и пароли. С помощью них аферисты взламывают аккаунты в госуслугах и получают доступ к документам, после чего оформляют на имя жертв кредиты. Не сохраняйте пароли от мобильного банка и госуслуг в облачном хранилище телефона или браузера. Если ваш аккаунт будет взломан, аферисты получат доступ к вашим персональным данным. При отказе от услуг оператора сотовой связи открепите свой номер телефона от всех личных кабинетов, мобильных банков и аккаунтов в соцсетях. В случае, если мошенники завладеют вашей старой сим-картой, они смогут воспользоваться ею для доступа к вашим персональным данным. При поиске в интернете официальных сайтов магазинов, банков или других организаций пользуйтесь российским поисковиком и ищите сайт с галочкой. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они были отправлены вам знакомыми. В них может скрываться вирус, способный передать все ваши данные кибераферистам. Добавьте номер своего банка в список контактов. С помощью специальных программ мошенники могут подделывать любые номера. Если вы добавите номер своего банка в контакты, он будет высвечиваться именно так, как вы его сохранили. При возникновении любых вопросов или сомнений всегда перезванивайте на официальный номер организации, набрав его на клавиатуре самостоятельно. Только так вы сможете быть уверены, что собеседник не мошенник. При разговоре по телефону не поддавайтесь эмоциям. Задача мошенников – ввести вас в состояние паники, чтобы вы не могли объективно оценить ситуацию. Лучше всего прекратить разговор и перезвонить близким для уточнения информации самостоятельно.